Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Меры приняты. Ситуация на контроле в Среднеколымском районе. Вода пошла на спад. Застали врасплох. Внеплановые проверки провел жилнадзор в отношении коммунальных компаний столицы. Были жалобы от граждан. Технологии будущего уже рядом. В Якутии появилась возможность впервые устанавливать активные протезы для людей с инвалидностью. «Барышня-крестьянка». Завтра в Якутске состоится премьера спектакля. О чем рассказывает постановка. Уроки айболита в Алданской школе преподают предметы валеологии и гигиены. Как младшие школьники изучают вопросы здоровья. В Среднеколымском районе уровни воды в реке Колыма сегодня превысили критические отметки на 10 сантиметров. Группы экстренных служб провели взрывные работы. После этого вода пошла на спад. В связи с возникшей ситуацией в управлении МЧС республики прошло совещание под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова. По прямой связи представители Нижнеколымского и Среднеколымского районов отчитались о работах по предупреждению паводка. В Нижней Колыме ситуация под контролем. В скором времени там ожидают ледоход. Уже выходят реки Амалон и Большая Нюя. В районе завтра объявят режим повышенной готовности. Что касается Среднеколымска, то там подтоплены часть территории аэропорта, гаражи ГУП ЖКХ и 2 улицы. Из зоны подтопления в Среднеколымске планово эвакуировали 20 человек. 60 человек отказались от эвакуации. По последним данным, уровень воды превышает критическую отметку на 3 сантиметра. По Среднеколымску заранее оперативно сейчас перевели в пункты временного размещения и участковую больницу инвалидов. Некоторые люди просто отказались. 2 многодетные семьи тоже с возможной зоной подтопления переселены. По сути своей ситуация находится на контроле. Сегодня идет густой ледоход в районе Среднеколымска. Ну и проводятся взрывные работы ниже на заторных участках. Намного раньше обычных сроков начался пожароопасный сезон в Якутии. Сегодня на территории республики уже действует 13 пожаров. Самая большая площадь в 6000 гектаров горит в Тампонском районе. Также напряженная ситуация в Венобутантайском и Верхоянском улусах. Готовность к борьбе с огнем обсудили в правительстве региона. Руководители районов на прямой связи рассказали о текущей работе и принятии мер по предупреждению огня. Особое внимание уделили Верхоянскому улусу, где на сегодня действуют 8 пожаров и наблюдают 20 термоточек. Основной причиной активного начала пожаров назвали самих людей. Также свою лепту вносит малоснежная зима. Мы уже приняли все необходимые меры по их локализации, направлены дополнительные людские ресурсы, направлены представители Министерства экологии, специально работают там сейчас на территории. И кроме того, мы ожидаем окончания закупки техники, которая в этом году осуществляется из средств, выделенных из федерального бюджета. Всего 28 единиц будет получено до 1 июля. То есть на самом начале пожароопасного сезона. Она также будет направлена в те районы, в которых мы ожидаем наиболее сложную ситуацию. К другим новостям. Внеплановые проверки застали врасплох коммунальные компании столицы. Руководство Стройжилнадзора Якутии выехало на адреса, по которым поступают жалобы от собственников на бездействие этих коммунальных компаний. Репортаж Дмитрия Тымырова. Дом по адресу Курашова, 43 оказался самым проблемным. Отношения жильцов с управляющей компанией натянутые. Жители дома перестали надеяться на помощь коммунальных служб. Вот довели до последнего случая, что я обратилась в ГИС ЖКХ и написала свое заявление. А ведь до этого же предшествовало год. Мы звонили, разговаривали. Просто иногда нужно отвечать. Это же сигналы.
Это же нужно на них просто отвечать и не говорить так, что некогда. А за год проблем накопилось немало. Битые плафоны подъездных ламп, опасные электрощиты, из которых торчат провода, мусор и, главное, новые соседи – голуби. Птицы облюбовали техэтаж здания. 70-й квартиры разводят. Да? Да вы что? Департамент ветеринарии ничего делать не может, Ну как так? так как нормативной базы нет. А у меня постоянно аллергия, невозможно. Они же, все это же летит туда, через вот эти дырочки. Еще одна проблема – неприятный запах на втором этаже. Там из одной квартиры, вроде пустующей, нестерпимо пахнет то ли экскрементами животных, то ли еще чем-то резким. Соседи не могут определить, что творится за дверью. Вот там говорят то, что собаку держит. Я не знаю, держит, но я с ней не Ну видела. тут запах же стоит. Стоит, да. А вы видели, да, как пропускают собак и так далее? там Нет, туда-сюда, не что-то? видела. Нет. Она вообще, ее не видно никогда. А запах тогда из-за чего тут? Ну, наверное, из-за того, что там что-то творится. Ну, вы не жаловались? Я не жаловалась. Вот жаловалась те соседи верхние, потому что туда все идет к ним. Как решить проблемы соседей, должны думать в управляющей компании. Но ее представитель наотрез отказался давать комментарий на камеру. То есть тогда мы будем освещать только сторону жителей. Получается, тогда управляющая компания... это ваше дело. Вы же работаете. По итогам внепланового рейда управление Госстройжилнадзора пообещало выписать предписание на устранение выявленных нарушений и замечаний в срок до 20 дней. В противном случае будут предприняты штрафные санкции. В данном случае мы видим, что есть нарушения, факты подтверждены, зафиксированы, и, естественно, вот, есть нарушение лицензионных требований, штрафные санкции будут, протокол будет составлен. Как отметили управление Госстройжилнадзора Республики, подобные внеплановые рейды проводятся почти каждую неделю. Только за год от собственников многоквартирных домов в отношении своих управляющих компаний поступает порядка 4000 обращений. Все они подлежат обязательной проверке. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске во дворах многоквартирных домов толком не работает вывоз мусора. Население также жалуется. Надзорные органы проводят рейды. Сюжет Анны Кожевниковой. Вместо весенней травы из-под снега пробился мусор. И пока надзорные органы выясняют, где чья территория и кого наказать, отходы человеческой жизнедеятельности стремительно захватывают дворы, улицы и микрорайоны Ленска. Именно поэтому администрация города организовала рейд по местам массового несанкционированного скопления мусора с участием надзорных органов, таких как прокуратура и Роспотребнадзор. Мы наблюдаем напрягающую территорию, вот именно по разграниченной территории, мусор, нахождение мусора, его никто не убирает. На Первомайской 15 мы видим в экстренном варианте, видно, что люди наняты, убирают мусор, для того, чтобы избежать, соответственно, наказания. Как отметил Василий Козырев, все эти территории закреплены за многоквартирными домами, и ответственность за их уборку несут управляющие компании, а оплачивать услуги должны жильцы. Но с ними большинство управляющих компаний не нашли взаимопонимания. Максимум, чего удается добиться – привлечь людей к субботникам. Дворникам, которые поддерживают чистоту на придомовой территории, очень большой объем работы, тяжело. С населением проводилась работа по средствам объявлений. Да? Многие люди вышли на субботники, убрали. Собаки растаскивают, ветер, то есть организация мест сбора, надо принимать какое-то решение на уровне муниципалитета, чтобы ограничить доступ собак и чтобы ветром не раздувало вот так мусор. Но веское решающее слово остается за надзорными органами. Дополнительно рейд по обращениям граждан организовала прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Комитетом по охране природы. Если выявляется факт несанкционированной свалки и захламления мусорных площадок твердыми коммунальными отходами, то ответственные будут привлечены. Это обязанность уборки твердых коммунальных отходов у нас в настоящее время с 1 января 2019 года входит в обязанность регионального оператора. Региональным оператором у нас является Мирлинское предприятие жилищного хозяйства ООО МПЖХ. По результатам будут внесены представления в случаях установления нарушений, а также привлечены к административной ответственности. Большую ответственность за чистоту в своем городе все же несут сами люди. В ходе рейда мы наблюдали такую картину, что много мусора в пакетах и без лежит вдоль домов, под окнами многоэтажек. Вряд ли тому виной собаки и несвоевременный вывоз ТКО. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Жители Нерюнгринского района пострадали от укуса клещей. Среди них один ребенок. Все подробности у Екатерины Павловой.
Лето еще не началось, а уже 3 жителей Нерюнгринского района обратились в лечебное учреждение в связи с присасыванием клещей. Из них 2 взрослых и 1 ребенок. Случаи нападения клещей зафиксированы при поездках людей по трассе со стороны Амурской области и Забайкальского края. Так, мама 7-летнего нерюнгринца после поездки в отпуск обнаружила клеща у сына на теле случайно. Ведь никакого дискомфорта ребенку он не доставлял. По приезду с отпуска мы обнаружили клеща, который, получается, за маечкой не видно было. А после того, как ребенка раздели, мы обнаружили клеща. Получается, приехали в нашу больницу Нерюнгринскую, где нам была оказана полностью помощь. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь по удалению клеща, введен защитный препарат гамма-глобулин, чтобы не развивалось заболевание. Установлено медицинское наблюдение, симптомов клещевого энцефалита не наблюдается. В случае нападения клеща и нахождения его на теле человека необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для оказания первой медицинской помощи. В течение 3 суток, 72 часа дается для проведения экстренной иммуноглобулинопрофилактики, она считается эффективной. И устанавливается срок наблюдения, температура измеряется, то есть менингиальные симптомы, то есть головная боль, тошнота, это все симптомы клещевого энцефалита в течение 14 дней. Акарицидная обработка – комплекс истребительных мероприятий по уничтожению иксодовых клещей. Для достижения большей эффективности обработка производится только при благоприятном прогнозе погоды в ближайшие пару дней. В настоящее время начато проведение акарицидной обработки. Специальная противоклещевая обработка территории лагерей, детских садов, школ, площадок, скверов, парков и так далее. Будет применяться специальный препарат, который действует на все виды клещей и на все их стадии развития. И все же самым эффективным средством борьбы с клещевым энцефалитом является вакцина-профилактика, которая защищает от опасности заражения на 3 года. Вакцинация предполагает 3-кратное введение вакцины. Начинать ее следует осенью, но существуют и экстренные схемы, которые дают возможность привиться в любое время года. Не следует забывать и о мерах профилактики клещевых инфекций, к которым относятся применение высокоэффективных акарицидных и репеллентных средств, использование специальной одежды, само- и взаимоосмотры, осмотры домашних животных после прогулок. Берегите себя и своих близких. Екатерина Павлова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза, 1 минута. Смотрите далее. Технологии будущего уже с нами. В Якутии появилась возможность впервые устанавливать активные протезы для людей с инвалидностью. «Барышня-крестьянка» завтра в Якутске состоится в театре Пушкина премьера спектакля, о чем рассказывает постановка. Уроки айболита в Алданской школе преподают предметы валеологии и гигиены, как младшие школьники изучают вопросы здоровья. Якутия-24 в прямом эфире. Итоги дня. Продолжаем выпуск. О том, как будет представлена Якутия на 6-м российско-китайском экспо, который пройдет в июне, рассказал зампред республики Кирилл Бычков на пресс-конференции в Москве. В павильоне Якутии площадью 400 квадратов предполагается разместить 4 тематические экспозиции. Первая – это «Made in Якутия». Там представят экспортно-ориентированную продукцию. Вторая – «Инвест Якутия». Там презентуют все крупные сырьевые строительные проекты, в том числе строительство моста через Лену и гостиницы «Хилтон» в Якутске. Третье – это площадка Education and Innovation, на которой республика представит научно-образовательные проекты в сфере IT. И традиционно «Визит Якутия», где всем посетителям расскажут о самых популярных туристических маршрутах в республике. В ходе мероприятий планируется подписание 7 соглашений, это крупные меморандумы, и это не только рамочные соглашения, но это вполне конкретные отраслевые и даже соглашения о реализации вполне понятных определенных инвестиционных проектов. Отмечу отдельно, что у нас планируется широкое присутствие наших муниципальных образований. Всем известно, что побратимские связи с Китайской Народной Республикой у нас насчитывают уже много лет. У нас 18 уездов установили побратимские отношения, и, конечно, там будут присутствовать наши представители из муниципалитетов. Город Якутск, Вилюйский, Нерюнгринский, Кобяйский район будут, естественно, в рамках этого сотрудничества продолжать устанавливать новые связи и отношения.
Изучение земель сельхозназначения и внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили ведущие профессоры России на межрегиональном форуме в Якутске. В течение 2 дней участники рассмотрят вопросы научного и кадрового обеспечения социально-экономического развития регионов страны при реализации национальных проектов. Сегодня на пленарном заседании ученые отметили необходимость поддержки молодых научных кадров, развития социальной образовательной инфраструктуры. Также в течение дня работали форсайт-сессии по 6 направлениям национальных проектов. Участники определили ориентиры формирования социально-экономической составляющей региона и механизмы развития. Есть пожелания, определенные такие мягкие пожелания в адрес федерального центра, но я хочу сказать, для меня они обязательно. Конечно, нужен мост через Лену, мы все поддерживаем, вот все мои коллеги, кто приехал из Москвы. Мне кажется, нужно развивать малую авиацию, мобильность между районами. Нужно развивать социальную, медицинскую, образовательную инфраструктуру в районах, гражданское общество. Резиденты детского технопарка «Кванториум» защитили проекты в Якутске. Среди них генератор энергии, нейрокепка и манипулятор, катамаран для уборки мусора в водоемах, робот-уборщик и многие другие проекты. Все они законченные научные исследования или продукты инженерной разработки. Экспертами выступили представители компаний «Якутскэнерго», «Водоканала», «Майтонес», «Инет», технопарка «Якутия». Прежде всего оценивали новизну, техническое исполнение и реальность эксплуатации продукта. Ученики представили свои разработки в виде презентации и макета. Кванториум поставил задачу, что нужно создать робота, который будет очищать водоемы. И получается, тогда мы полазали в интернете, там есть такие самоделки, как 2 бутылки, 2 доски и сверху аккумулятор стоит, и снизу сетка. И мы, отталкиваясь от этого, придумали концепцию, что он плывет по озеру и сам, получается, собирает мусор. Примерно это все стоило около 14 тысяч. Если появится финансирование, то мы добавим в него датчик GPS, также увеличим в размерах, построим станцию по разгрузке. В Якутии появилась возможность впервые устанавливать активные протезы для людей с инвалидностью. Речь идет о современных технологиях. Изобретение нового поколения помогает частично вернуть функционал отсутствующей конечности. С декабря месяца, благодаря совместному сотрудничеству Якутского реабилитационного центра и компании «Моторика», обладателями таких протезов стали уже 13 человек в Якутии. Подробнее Ульяна Шагина. Этого дня 8-летний Кирилл Кучуков ждал уже много лет. С рождения на его правой руке не хватало кисти. Специально для мальчика инженеры компании «Моторика» изготовили его первый протез. Сегодня он с удовольствием демонстрирует свои первые умения. Мне этот протез очень нравился. Раньше у меня был обычный протез, которым ничто нельзя сделать. А этим я могу двигать пальцами. Протез частично возвращает функционал руки, и ребенок уже сам может выпить стакан воды, поплавать в бассейне, покататься на велосипеде или самокате. Он является суперлегким, выполнен из термопластика и напечатан на 3D принтере. А родители уже с ребенком могут совместно выбрать дизайн протеза. К примеру, у Кирилла это рука железного человека. Работает протез от движения локтя. В основном такие несложные протезы делают для детей, чтобы они с раннего возраста научились пользоваться устройством. Бионические изделия для малышей пока не подходят. Дети быстро растут, и аппарат приходится менять каждый год. Делается это в первую очередь для того, чтобы ребенок, собственно, не просто получал какие-то, частичный возврат функционала руки, но и в том числе некую такую уверенность приобретал, в том, что данный протез позволяет как-то в обществе привлечь внимание к себе, то есть изменить какое-то отношение к себе. Важно то, что этот протез, он действует еще как тренажер, чтобы эти мышцы развивались, потому что они же все равно отстают в развитии. И поэтому это очень удобно. Если им чаще пользоваться, то я думаю, что мы догоним мышечную массу, и руки уже ничем друг от друга отличаться не будут.
Компания «Моторика» является резидентом кластера биомедицинских технологий фонда Сколково. Там протезами начали заниматься с 2015 года. Сегодня с ними сотрудничает уже более половины российских регионов. Якутия в этом списке стала 56-м. Самое главное, что протезы можно получить абсолютно бесплатно. Фонд социального страхования оплачивает, инвалид ни рубля не оплачивает. Все, как говорится, государство несет расходы. Уруйдана Амосова из Амиконского улуса в результате трагического случая потеряла все конечности. Сегодня девочка носит обычные косметические протезы и мечтает о таких же, как у Кирилла. Резиденты Сколково обещают помочь девочке, и уже скоро она сможет сама обнять родных. Сейчас у меня косметические протезы, и неудобно мне, и не могу держать стакан. Благодаря протезам «Моторики» уже тысячи нуждающихся в них детей по всей стране могут обслуживать себя сами. Отрадно, что и у маленьких якутян появилась такая возможность. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. В Алданской школе с углубленным изучением отдельных предметов работает школа здоровья. Предмет валеологии и гигиены ввели для учащихся младших классов в рамках внеурочной деятельности. Учебный год показал, эта дисциплина нужна и важна, рассказывает Татьяна Вахнина. Если кровоточит ранка, помочь могут лечебные травы. К наиболее распространенным относится подорожник. Однако третьеклассники знают, сорванный у дороги лист сразу прикладывать к ранке не стоит. Ну, нет. Лучше его промыть рану и хорошо промыть листок чистой водой. Потом уже приложить. В уходящем учебном году в школе с углубленным изучением отдельных предметов работала школа иная – школа Айболита. Под таким названием предмет валеологии и основ гигиены был введен для учеников начальных классов. Постановки, физминутки, рассуждения, беседы, эксперименты. В построении занятий школьный инструктор по гигиене Наталья Калугина использовала разные формы. Я спрашивала, говорила о том, что скажите, вот если вы принесли там расческа, да, и ваша одноклассница сказала, я забыла дома расческу или носовой платочек, вы дадите ей? Они говорили, да, безусловно, конечно, поделимся. То сейчас детки уже знают, что это средство личной гигиены, и делиться, конечно, они этим не будут. Что подразумевает правильное питание, для чего нужен спорт, какие действия включает первая помощь, что такое конъюнктивит и чем вывих отличается от перелома. На эти и многие другие вопросы третьеклашки дают обстоятельные ответы. Нужно соблюдать режим дня. Например, в 6 утра просыпаешься, в 6:05 идешь чистить зубы. Школа Айболита проводится в рамках внеурочной деятельности, однако на занятия в кружок классы приходят в полном составе. И у нас даже был такой некий конкурс между детьми, у которых были уроки школы Айболита, и между теми детьми, у которых не было этой школы. Ну и, конечно, могу похвастаться, что мои детки, у которых была школа Айболита, знают намного больше. Ребята с энтузиазмом познают медицинские премудрости. Масса интересного юных айболитов ожидает в новом учебном году. Мы хотим уже где-то в начале года вообще организовать проект совместный с детьми, именно по школе Айболита, по здоровому образу жизни. Этот проект уже у нас в планах. Потом мы планируем, то есть устраивать такие КВН. Понимание детьми бесценности здоровья и грамотное отношение к собственному образу жизни – это главная цель, достигаемая на уроках в школе Айболита. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Завтра в театре имени Пушкина в Якутске состоится премьера спектакля «Барышня-крестьянка». О чем рассказывает постановка, генеральную репетицию посетила наш корреспондент Ольга Башук. Все актеры в сборе. Осталось выслушать последние наставления режиссера-постановщика и приступить к генеральному прогону. Над спектаклем почти 2 месяца работали приглашенные специалисты. Художник по костюмам из Санкт-Петербурга, хореограф из Новосибирска и режиссер-постановщик из Барнаула. Конечно, с артистами мы знакомы не были. И нужен был какой-то период времени, чтобы мы познакомились. Потому что у нас у каждого разные взгляды на театр, разные театральные школы, разный опыт жизненные и театральные, поэтому нужно было найти общий язык, и мне кажется, в конечном счете мы его нашли. В постановке помимо оригинального текста повести присутствуют мотивы одноименного фильма 1995 года. Не обошлось и без нововведений. При составлении сценария возник вопрос, кто же будет рассказывать эту историю? Так и появились купидоны. Они, как неведомая высшая сила, будут со зрителями от начала до конца.
Александр Сергеевич Пушкин. Повести Ивана Петровича Белкина. Барышня-крестьянка. Они как бы рассказчики, как бы двигатели сюжета. Это боги Купидоны, которые спустились с небес и как раз вот создают эту самую историю вместе с режиссером, вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным. И все это вот представляют через свою такую какую-то божественную, немножко странную, немножко комедийную форму вот этих вот самых персонажей. Но есть вещи, которые остаются неизменными. В первую очередь это все тот же легкий, милый и влюбленный образ главной героини. Сильных каких-то отличий от Лизы, ну, в крестьянке самой как бы сильной нет, потому что сама природа, она игровая, именно у барышни. А как бы мой возлюбленный, он и не знает, какая я на самом деле. То есть для него, что вот Лиза, что крестьянка, как бы это одно лицо. То есть зритель это понимает, а мой любимый просто об этом не знает. Благодаря слаженной работе артистов Русского драмтеатра и приглашенных специалистов зрителей ждет легкий и понятный спектакль про вечные ценности, человеческие отношения, любовь и дружбу. Премьерные показы спектакля пройдут 24, 25 и 26 мая в Русском драматическом театре. И уже осенью его увидят жители Магадана в рамках двухсторонних гастролей. Ольга Башук, Григорий Хлопков, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.